Вечер, дорогие друзья. Сегодня 8 августа 2025 года. Сегодня с вами Зуртан Халтаров на волнах Радио. Мой сегодняшний гость Михаил, политический, не политический, так скажем, как правильно сказать-то? Знаток российской политики, да? От А до Я. Ну, в общем, так, сейчас я извиняюсь. Сейчас потушим звуки. Но, в общем, ситуация такая. Сегодня обсуждаем некоторые вопросы о том, как вот новость такая дня, короче, фактически вчера там, значит, в СМИ разбежалась, значит, информация о том, что некто Витя Муриханов, Виктор, сейчас мы найдем. Вот Виктор Муриханов, короче, с сайта ФСБ читаю. На сайте ФСБ написано. Виктор Муриханов, расскажи немного о себе, где родился и вырос, сколько тебе лет, род занятий, прям досье. Я родился в небольшом селе под Иркутском, там же провел свое детство, после армии поселился в Иркутске. В 2005 году встретил свою будущую жену, в 2007 стал отцом. Трудился на авиационном заводе, видимо, Иркутском, не Улан-Удэнском. А в 2020 году был представителем крупного банка. Ну, неплохо, да, то есть как-то поднялся. И, видимо, ну, не знаю, там что-то в голову стрельнуло, а может быть, мои эфиры слушал там, значит, с периодичностью, которую пересекали. О переезде он начал задумываться примерно 2018 года, когда стал понимать, что Россия стремительно катится к тоталитарной диктатуре. Вторжение в Украину стало последней каплей. Вот такой переброс в 2018 году, а в 2022 Рашка вторглась, хотя война-то началась в 2014 году фактически. То есть там как-то на это еще глаза, видимо, закрывал человечек. Но вот в конце августа 2022 года, уже когда, видимо, он же как бывший прошедший срочную службу, он же попадает там под мобилизацию, под все прочее. Ну и правильно решили. Я вот почему говорю, что в основном кто свалил-то в эту мобилизацию, это же буряты были. Ну, понятно, что русские, там, еврейские и все прочее, да. Но буряты, вот, которые заботились о своих семьях, так скажем, да, ну, которые, родители, которые заботятся о своем потомстве, они всех постарались детей вывести. Там залезть в кредит, там отдать им там эти кредитные карты, этим. Там же что происходило? Они что, приезжали в Монголию, вдруг оказывались при больших деньгах, там начались пьянки-гулянки, почувствовали взрослую жизнь, понимаешь, некоторые там за полгода все спустили, короче. Ну, то есть должны были там минимум год-два сидеть, ну, никто же не думал, что Украина будет сопротивляться, биться, да? Ну и кто как, у кого денег хватило потом, значит, трамплином из Монголии вырваться, а кто-то там застрял. Я сразу понимал, что он там в Монголии будут виллы, короче, потому что, ну, как бы этот вопрос еще давным-давно изучал, со времен битв с так называемыми панмонголистами, которые вот прям идеализировали. Монголия такая демократия, вот там выходишь, там свободный воздух. Я говорю, там не свободный воздух, я говорю, в Улан-Баторе смог страшный, я говорю, там зимой что ли не было. Там топят чем попало, говорю, там вот эти юрты бесконечные, да, вот эти вот районы, где селяне и бездельники приезжают на зиму, короче, они там покрышками топят там и так далее, высокий уровень там заболеваемости, онкологии из-за этого, углем топят, юрты углем топят. То есть там, ладно бы буржуйки, так они там какие-то в бочках, там что-то как-то самодельные какие-то там, со всех щелей этот радиоактивный углерод 14 летит и так далее. Ну, то есть люди болеют, ну, кто бы зимой был, тот понимает, о чем я говорю. Дух там это, я говорю, конечно, 1600-1800 метров над уровнем. В горах вы оказались, немножко разреженная атмосфера, немножко кислорода меньше, да? И, конечно, там людишки думают, что ой, легко дышится. А легко дышится-то по другой причине. Просто Монголия вместе с Улан-Батором выше, чем Улан-Удэ. Это ложное впечатление создается. И со всеми вот этими болячками, так называемой демократии, меня, конечно, там постоянно никто не находил. Тут даже вот эти вот всякие умные, о, Монголия. Я говорю, что лучше для бурята?
жить в США или жить в Монголии? Я отвечу, что на 99 там, миллионах и всего прочего. Соединенных Штатов Америки. Я бы больше сказал, что лучше монголу жить в Монголии. Да. И в этом отношении, ну, как бы логика простая, потому что, ну, законодательство сначала в Монголии. Я сразу, когда наткнулся о том, что, ну, после того, как от раскулачивания убежало большое количество бурят там в Монголию, потом, как их расстреливали, это для меня в 90-е годы я еще про это прочитал. Это было откровение определенное, что вроде свои же, азиаты такие же, а относились хуже к нам. Ну, то есть, там тотально целое же поколение мужчин-бурят было убито. Тех, кто старше там 12-13 лет, было уже кто там из подросткового возраста. Ну, ранний, самый ранний подростковый возраст, их всех убили. У кого только интеллект сформировался. И в этом отношении, конечно, важно понимать, что то, что там под видимостью демократии в Монголии, это на самом деле такое лавирование между двумя империями. Они боятся, что их одна из империй поглотит. Но при этом, если по экономике посмотреть, за эти 30 лет монголы выстроили экспортную экономику в сторону Китая. И китайцам очень выгодно, просто с экономической точки зрения, Монголию держать в виде буфера. То есть это вся политика монгольской демократии, они на это направлены. На то, что вложатся китайцы, выиграет МНРП, вложатся русские, выиграет тоже МНРП. Главное, чтобы там не выигрывали демократы. Ну и вот, ладно, тут такой вот экскурс туда, в Монголию, короче. И вот этот пацаненок, ну, пацаненок как пацаненок, мужчина, муж, значит, в конце августа вместе со своей семьей выехал из России буквально за месяц до мобилизации. Ну, успел, то есть. Были настроения, может, инсайда какая-то информация была. Да, и вот спрашивают, что ты думаешь о войне с Украиной? Он отвечает, когда началась война, я испытал настоящий шок пару месяцев, даже принимал успокоительные препараты. Безусловно, то, что устроил Путин, это настоящая война, преступление против человечества. Почему буряты, говорят, оказались втянуты в войну? Особенно обидно, что одним из символов этой войны стали буряты. Я вот читаю вот это, да, и что-то вот как-то вроде разумный человек, разумные ответы, да, а вот как-то они согласуются, что чуваку отказали, значит, причем доводы какие, он не смог в суде доказать, что является волонтером вот этого фонда ФСБ, сокращенно. Фонд «Свободная Бурятия», сокращенно ФСБ. И вот он пишет, на мой взгляд, много лет у бурят сформировали комплекс человека второго сорта. Думаю, каждый бурят в свой адрес слышит такие слова, как там китаёзы, узкоглазые и тому подобное. А после вторжения в Украину сказали, докажите, что вы достойны быть русскими. А может, все гораздо цинично, имперцам из Кремля не жалко бурят. Ну и стандартные там вопросы, они там все задают. Сталкивался ли ты с расизмом? Ну, такая там левацкая повестка в этом ФСБ. Ну, она так для вида левацкая, на самом деле. По-настоящему, конечно, там и близко этим. Они все-таки русские оппозиционеры. И им надо вот сместить, что в Рашке нет системного вот уничтожения национальных меньшинств. А есть вот, ну, отдельный расизм отдельных вот несозревших русских граждан, да. Ну, там, всяких крестьян, работяг, там, с периферии каких-то, вот, ну, это недостаток типа образования, а не то, что там с кровью матери русские воспитывают, да, вот такую чушь. И он пишет, расизм это реалии, в которых каждая неславянская национальность в России не минула меня сия чаша. Во время моей армейской службы я столкнулся с расизмом со стороны командира взвода, который люто ненавидел солдат с азиатской внешностью. Всех случаев и не перечислить, это было частью моего быта. Почему буряты так плохо знают родной язык и свою историю? Я не говорю на бурятском, но полностью его понимаю. Дома родители всегда говорили на бурятском. В целом я считаю, что империя сознательно лишила коренные народы своей культуры, языка, идентичности. И сейчас мне стыдно, что я даже не знаю своего рода дальше дедов. Ну вот о чем я говорю, дорогие друзья, что
Как можно понять, с кем ты разговариваешь, вот, бурячен ли этот человек, допустим, ну, и мы говорим об ивенках, китайцах, там, прочих азиатах, например. Вот, недавно обсуждали там, значит, происхождение одного режиссера, и там даже передачу сняли о том, что значит, его дед был, какой-то один из предков, это был ханец, а может быть и маньчжур с Колгана, чаем торговая. А вот, ну, есть вроде как история, что он прижил ребенка с буряткой в Маймачене или вот в Троицко-Савске, да, там где Кяхта. А есть другой вариант, что это была еврейка какая-то. Ну, то есть, ну так получилось, что он, видимо, многоазиатский был, вот этот их потомок общий, который на территории Бурятии, так скажем, этнически родился. И дальше ушли вот корни в буряты. Ну, то есть по-бурятски говорят там все, вроде как бурятские обычаи и так далее, но не до конца. Это обычаи вот такие, которые, ну, с книжкой, в колхозах там формировались такие, так скажем, простецкие совершенно. И вот нету вот этого понимания того, что буряты вот, ну, всю жизнь воевали, всю жизнь вот достигали через кровь, через сверхперенапряжение там и так далее. То есть они как бы, ну это так, типа, само собой получилось, там советская власть дала, вам как Витя Хоржеров там, на республике Бурятия, поднимите, там все ходил, там меня пытался это. Ну, там Зуртан, что ты это, вот нам советская власть там что-то дала, там 5-е, 10-е. Я говорю, да ты что, говорю, ваша советская власть с моей семьей еще за мой дом не расплатилась. Бабушки моей, дом прадеда моего по линии бабушки. Еще не расплатилась, из которой там разобрали этот дом, раскатали салой и вывезли в Усть-Орду. И она до 60-х годов была, 60-х, 70-х годов была школой начальной. Это дом только, в котором мы жили. Один. Это не какой-то там собранный из 5 домов, а только мой один дом был вот такой огромный. И я говорю, что ты, Витя, говорю, вот советская власть как делала, короче. У одних забирала и вам, дуракам, давала, короче, и обучала вас там. Других бурят ненавидеть. Кто поспособнее. И мне можешь не рассказывать, как ваша советская власть там что-то вам дала, короче. Я говорю, а где? Ну ладно, дала, а где результаты-то? Где? В 90-е годы власть взяли? Нет. Не взяли. Сейчас об вашего там лидера Мархаева все кому не лень ножки обтерли. Обтерли, говорю. Ну и что ты там хорохоришься, бегаешь, короче. Дала вам образование, а на пользу-то не пошло. Видишь как? Людишки-то не те. И вот тут то же самое говорит. Как не знать историю рода дальше дедов? А потому что, может быть, там и нет бурят после, ну, до дедов там не пойми, кто был. Ну вот, дальше вопрос задают с ФСБ ему. Путин поднял Россию с колен. Он отвечает, Путин ведет страну к катастрофе как демографической, экономической, так и социальной. Огромная территория родной Сибири, ну какой бурят так скажет? Он скажет родной Бурятии, этнической Бурятии. Какая Сибирь? Сибирь ссылка, каторга. Это же не наш термин, мы такой не употребляем, мы не говорим родная Сибирь. Ну там в Иркутской области, там их там, я помню, ну стою там, гуляю, там какая-то у нас конференция была или что ли. И это заметила краем глаза, воспиталка это. Детского сада. Ну и там смотрю, эта шпана стоит, вот эти дети, которые сейчас уже, ну, подросли, это какой год был, 5-й, однако. Ну, то есть детям уже больше 20 лет, вот этим, которые там толпились возле памятника Гагарину. И она там, ой, дети, посмотрите, вот это памятник там простому русскому мальчику Юрию Гагарину. Этот простой русский мальчик там с помощью простой русской ракетой, построенной простыми русскими рабочими, на простой русской тяге, значит, долетел до простого русского космоса, там, значит, ну, вот примерно в такой формате, короче. Краем глаза видит и на меня косится, еще, ну, на публику играет, то есть, ну, ты понимаешь, когда она непосредственно на детей говорит, или когда она вот заметила какого-то там, значит, ходит подозрительно, и начала вот эту, ну, пургу гнать, короче. Я такой гляжу, ну, ищу, интуитивно начинаю искать, может быть, там
какой-то подвергшийся унижению бурят стоит, короче, бедный, несчастный, или татарин какой-нибудь, или какой-нибудь, я не знаю, там, ну, не такой, да, так скажем, ближе к нам, чем к им. Ну, смотрю, нету. Ну, нету таких, там все дети, вот, все эти каторжанские, так скажем. И понимаю, что она эту речь для меня толкает, короче. Что это, мол, трешься тут, ходишь по нашим русским иркутским улочкам, короче. Но я вот за этим всем наблюдаю и понимаю, что здорово, что я, во-первых, в детский сад не ходил, а во-вторых, в 90-е годы все равно вот это, ну, дури вот этой не было, в Бурятии, по крайней мере. Я не знаю, как в других регионах, но там, наверное, вот такие дурочки, короче, которые сейчас вот этих же детей отправляют там благословением на бой, там, на смерть, там, и все прочее. Вот такие же дуры вот эти из детских садов и так далее. Я вот охотно верю, что это такой же, в таком же детском садике где-нибудь рос, ему там мозги все проколупали. Огромные территории, говорит, родной Сибири уже эксплуатируют не братья из Поднебесной, а соседи из Поднебесной, понимаешь? Имперочка у этого Муриханова лезет прям вот, так скажем, явно. А коренные народы разобщены и безвольны. А почему дальше? А благодаря кому разобщены и безвольны? Понимаешь? Недосказанность определенная есть. Почему? Ну, потому что этому фонду ФСБ, вот они поначалу нужны были, вот сейчас мы к этому перейдем, короче, дорогие друзья. Почему? Вот что-то где-то и не до конца, может быть, он и хотел высказаться до конца, они ему говорят, нет, давай вот так напишем. А вот так написали, и в итоге, когда, по-видимому, тот затребовал какие-то документы, подтверждающие там за подписью Сашки Гармажа, хорошей русской подружки Ходорковского и так далее, ну вот она почему-то Витьке Муриханову, видимо, не подписала документы, или он Беме, или этот говорит, а давай я залезу на твой сайт в Фейсбуке, да, на свою страничку в Фейсбуке посмотрим, где ты митингуешь, там выступаешь. А я сам полез, погуглил. Есть два русскоязычных аккаунта, Виктор Муриханов, короче, но на них от слова совсем ничего нет. То есть видно, что он там какие-то подписки на американские какие-то группы есть там, да, а ни друзей, никого нет. Ну, такое ощущение, что фейковая какая-то страница. Это опять тоже чисто бурятское это все. Тише, тише, не надо. Нашел ВКонтакте, сегодня был доступен в 6 утра по центральноевропейскому времени, но закрытый профиль. Ну, если ты политический активист, у тебя и профиль должен быть открытый, и сайт, и YouTube. Дорогие друзья, заводите. Facebook 100% должен быть полностью заполнен. Любой чих, любой митинг, он должен быть... Активист именно? Или он Не, ну вот слушай дальше. Вот мы разбираемся. Краем зацепился. Это, погромче, Миша, говори, вот там чуть-чуть немножко звук это исчезает. И вот сейчас и поговорим, то есть, судя по всему, что в прессе, в людях Байкала выскочило, что он не смог доказать именно принадлежность, значит, к этому фонду, у меня возникает такой, соответственно, вопрос к этому фонду. Друзья мои, а вы что, разве ничем не занимаетесь там? У вас были нормальные, приличные деньги, по крайней мере, в 2022 году. И отчетность у вас в 23-м поданная за 22 год. Или за и в 24-м за 23-м. Ну, в общем, у них есть отчетность в американцах, что они получали какие-то деньги порядка там 63-70 тысяч долларов. Для Америки это, конечно, ну, копеечная сумма. Это вообще ни о чем, как говорится. Но какую-то консультацию общую у какого-нибудь русскоязычного адвоката мигрантского в США можно было получить для того, чтобы иметь представление, какими документами нужно обеспечить своих волонтеров. Ну, то есть это вот для чего фонд? Для распилов, как большая часть фондов, судя по всему, которая руководила и выбивала бабки, Наталья Арно, например.
Да, ну это когда деньги там давали рекой. Понял. Дальше вот. Дальше они любят вот перескакивать на этих, на всяких местных руководителей. Я не знаю, это как методичка у них, что ли, такая. Я говорю, зачем критиковать этого Цыденова? Да? Он кто вообще? Он никто. Просто на парашютике спустился с Москвы. И то же самое в тех же регионах. Почему? Потому что определенные группы промышленные, они там занесли в администрацию президента. Хотим вот этого мальчика, короче, который в нашем кармашке. От него ровным счетом ничего не зависит. Но вот для этих почему-то вот всех важна, обязательно нужно критиковать этого местного президента. Вот зачем, я вообще не понимаю. Вот, ты мне скажи, может быть, это каким-то образом сильно производит впечатление на местных чиновников, что какой-то там Вася Пупкин или Витя, как он, Витя Муриханов что-то там брякнул. Это вообще на них какое-то впечатление это, производит? Знаешь, может быть, как, вот, например, некоторая категория людей, она может банально думать, что бояре плохие, царь хороший, безусловно. И когда ты критикуешь вот местный бояр, то ты, получается, влазишь в голову вот этим людям, с этой прослойки, которые говорят, да, смотри, вот они-то правильно говорят, вот мы не любим там условного Цыденова. И вот ребята критикуют Цыденова, значит, что-то там вот они думают, как я. Значит, может, они правду говорят, и давайте как-то их больше будем слушать. Может быть, на это нацелено. Это вот, я недавно, ну, что-то вот, сейчас же это, ТикТок модно, там все прочее, и там что-то какие-то вот эти пикми. Что за пикми? А оказывается, есть такая субкультура девок, которая, чтобы понравиться парням, начинает поддерживать вот эти вот тренды всякие. Что она там за консерватизм какой-то определенный там или еще что-то. Ну, то есть она говорит то, что вот нравящаяся ей, так скажем, субгруппа, так скажем, мужчин, ну, считает за норму, как бы, да, ну, что вот она, допустим, может там в какую-то традиционалистку превратиться или там стать какой-нибудь там крайней левачкой, например, и так далее. И все это делается только из-за того, чтобы на нее обратили внимание. Да, ну, то есть это вот такие, ну, знаешь, это вот похоже на то, что этот фонд мимикрируется, вот пикми фонд такой. Ну, вот чтобы людишки про них говорили, что посмотрите, они же не такие, как Халтаров. Потому что таких радикальных, на самом деле, я думаю, мало людей. А в основном люди такие, типа, они, ну вот, может, зарплату бы прибавили, может быть, там что-то дорогу построили, да и нормально было бы. И что нам это бурять-то, не надо нам ничего, и так неплохо живем, но вот, чтобы только в кармане шелестело побольше, и нормально будет. И вот они как-то говорят, ну вот, а почему не шелестит? Ну, может, потому что вот Цыденов вот плохо руководит. Давайте поставим какого-нибудь Цыденова 2. Может, вот помогут нам там, с фонда, не с фонда. Да, ну и вот продолжаем дальше. Он говорит, Цыденов хороший глава вопроса. Главы субъектов, в частности, Кобзев в Иркутской области и Цыденов в Бурятии обеспечивают интересы своего сюзерена из Кремля. Чудовищная мобилизация в Бурятии — это преступление. Ну, то есть это чисто лозунги такие, понял? У меня создается впечатление, что была стандартная сетка вопросов, на которые он должен был ответить. Ну, ему выслали просто вопросы, да, будешь нашим волонтером, ну, будешь у нас на сайте сидеть. Этот алгоритм должен быть? Ну, не, ну, он же пишет, что он с Иркутской области, соответственно, если бы он немножко соображал, он бы сказал, что а давайте этот вопросик переделаем, короче, потому что я из Иркутской области, я, короче, там всю жизнь жил, мне что это Цыденов? Я его знать не знаю. И он, ну, выкручивается, что вот про Кобзева сказал, и, ну, обобщил, типа. И он, ну, и вопрос, что бы ты хотел сказать землякам, короче. У меня тут вспоминается стихотворение про Петровича, у Галича есть такой цикл про Петровича. И он там тоже, ну, вот этот Петрович там обращается, извиняется к этим. Ну, ни капельки я был не выпивший, там, туда-сюда, короче. Но там есть такая, как Петрович выступал там на каком-то заседании обкома, там что-то там вроде, погуглите, смешно. И вот он говорит, хочу обратиться к бурятам, мы всегда были гордым и вольным народом. В какой же момент мы потеряли себя, не идите на поводу у Путина, Украина не наш враг, там нет наших интересов, не становитесь соучастниками этой преступной войны.
Ну, отчасти правильно, ну, а почему-то в конце это забывают добавить. Донатьте ВСУ, например. И вот если бы он предоставил... Ну, а что там донатить-то? Я вот, кстати, в описании к этому видео экстремистский список привожу. 4 фонда украинских, которые, ну, доказали уже то, что это не какие-то там мошенники, там всякие скамеры, там и все прочее. То есть они реально помогают. То есть если вы не хотите на оружие донатить, я говорю, не донатить из России, из тех государств, которые сателлитами сейчас являются. Той же Монголии, Казахстан, Грузия, там, так или иначе. То есть если вы только в странах западной демократии, значит, в Корее находитесь, где-то в Соединенных Штатах Америки, только тогда. И не вздумайте, как вот некоторые дурачки бывают, да, что это, ездят, катаются. Понял? Заезжает вот эта там гражданка США, заехала, короче, если бы гражданка не было, ее бы там нахрен убросили, короче, эту дурочку. Ну, которая 51 там доллар задонатила и смс-ки не удалила. Тут ничего не делал, говорит, разблокирует, а разблокировала телефон. Он нашел. ВСУ. Донат на 50. Ну, какая-то сдача там была или что-то там остатки на счету или там что-то в этом роде. Ну и в итоге обменный фонд пополнил. Ну и вот, и здесь, короче, на этом ФСБ, на сайте, да, у них там семья Будаевых, значит, там какой-то Александр Шабагоров какой-то там, значит, что за персонажи? Аюр Циденов с Закаменска. Там, ну, в общем, короче, они набрали этих. Арюна Федорова. Подожди, Арюна Федорова. Ё-моё, это не соседка ли моя? Я помню, у нас во дворе какая-то Федорова жила, но мне говорили, что она китаец. Ну, это не она ли? Ладно, не-не-не, она, не, это не она. 27 лет. Гумбунова Ирина. В общем, там... Ну, короче, это, то есть, волонтер... То есть, они, видимо, всех своих знакомых дернули, кто в США границу пересекал, короче. Ну, и говорит, хочешь там, ну, типа, волонтером фонда будешь, там, туда-сюда, короче. А на суде, в суде-то тоже не дураки сидят там, в Америке. А ну-ка, докажи-ка, что ты волонтер. А те даже бумажку, что ли, не выписали. Да, вот он волонтер, типа, там, ходил, волонтерил. Или там в какой-то платформе отмечался, короче. А это легко, кстати, сделать. Я вот сейчас недавно на курсы вот эти ходил по созданию но-кодинг, так называемый. То есть, когда с помощью искусственного интеллекта или просто уже готовых наборов ты можешь сайт состряпать. И там можно сделать такое, значит, подразделение, ты авторизуешься, значит, внутри этого сайта. Ну и типа, если там волонтеришь, там, соответственно, говоришь, вот такие дни я у вас типа волонтерить хочу. Отправляешь запрос, там администратор подтверждает, и то он тебе может выкатить вообще весь список. Но над этим же нужно работать, над этим нужно посадить за какую-то копеечку администратора этого сайта, который бы все это отслеживал, короче. Это можно сделать через Google таблицы, например. Ну, то есть я бы так сделал. Будь у нас фонд в Соединенных Штатах Америки, на который я вот вас прошу неоднократно моих подписчиков скинуться. Сегодня размещу снова ссылку на анкету для вступления в нашу партию. У нас все нормально будет. То есть вступаете, платите организационные взносы, мы все это фиксируем, выдаем вам фактуру. То есть все платежные документы получите в конечном итоге. Значит, после собеседования, после присяги по видеосвязи, значит, с публикацией в информационно-коммуникационной сети интернет, значит, присяги нам. Она скрыта будет, естественно, до поры до времени. Что вы присягаете на верность бурятскому государству, 3 тезисам, которые я постоянно говорю в конце. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Признаете вот эти 3 тезиса, как минимум, да, то есть платите организационные взносы, все получаете, полный пакет документов, и можете использовать их по своему собственному усмотрению. И для этого нам нужно в том числе еще зарегистрировать фонд
в том числе в Соединенных Штатах Америки. И закономерно мы вот от этой ситуации с Витей, значит, переходим к вопросу по поводу того, что почему либерахи бурятские не создали правозащитные фонды ранее. Миш, твое мнение? Я говорю, не знаю, почему. Ну, вообще, например, в Тыве есть какой-нибудь правозащитный фонд? Я ничего подобного не слышал. Ну, Вряд ли. Я, насколько знаю, тывинцы, они не сильно в миграции представлены, хотя там встречаются очень красивые женщины, говорят, что здесь в Варшаве несколько очень модельной внешности тувинок замужем за поляками. Поляки, причем работали где-то в Москве, там в Питере, их там зацепили. Тувинских женщин, такие, знаешь. Миш, можешь в сам микрофон говорить, вот, вообще близко? Ну, если они где-то учились в Москве, может быть. Да. Я не думаю, что какая-то очень обширная часть тувинцев вообще выезжает, в принципе, за границу. Но я думаю, что это связано с экономическими, во-первых, ситуациями, а во-вторых, не думаю, что американцы, значит, как-то сильно давали финансовые средства на развитие вот этих, знаешь, всяких институтов, так скажем, гражданского общества, да, третьего сектора, так называемого, конкретно в Тыву. Но я думаю, какой-то маленький бюджет на Москву падал. Просто там вот эти московские хорошие русские, вот эти вот, которые сейчас верещат там в интервью у Дудей всяких там и так далее, они просто находили типа вот мерзкой карлицы, там, квадратномордой, таких вот типа Морландих, это второй эшелон вот этих. Значит, там вот это. Сашка, она там, понятно, Гармажапова где-то на более высоком уровне. Там же еще полным-полно вот этих активистов было, которые зетнули сейчас. Натурально, короче. То есть они там все за эмансипацию женскую, там за всякие там женские там эти, делишки, типа там всякие чушь там выдумывали про бурятские традиции, короче. Я читаю, говорю, да вы что? У бурят женщина, настолько свободная была, в том числе во всяких там сексуальных нравах и так далее, что там и встречались там еще в 18, 17, там, 19 веке, что женщины там, значит, жили, не лесбиянским, но таким сообществом, так скажем, женщин проживали там и так далее. То есть это все встречалось. А потом поддается, что у нас какая-то там жуткая там патриархия была там у бурят. Это смешно. Но это подавалось, что это потому что продавалось, значит, этим безумным, глупым всем этим надсмотрщикам над американскими и европейскими деньгами, да, вот этим всем безумным этим девицам с теткам этим из Москвы, которые вот демонизировали, что вот эти без нас-то там не смогут ничего, они же там Талибан устроят. Там, в свободной Бурятии, в свободной Тыве там или еще где-то. Они же специально разогревают эти органы. Вот я сидел, разговаривал, значит, с ребятами из Дагестана, там, с Кавказа там, и так далее. Я говорю, а что это вот эти русские там оппозиционеры, вместо того, чтобы озабочены там где-нибудь подмосковными там бледовниками или еще чем-то, да, где там распространяется разврат, спид и все прочее, короче, педофилия, они что-то вдруг вот на Кавказ там ездят, каких-то сумасшедших там девиц спасают, там что-то пытают, кричат о том, что их там похитили родственники, 5-10, да, потому что это, понимаешь, это продается на фоне исламофобии еще дополнительно, они вот это все продают, свои как бы вот эти вещи, при этом защитить, естественно, многих таких, значит, не совсем психически, может быть, уравновешенных там женщин с Кавказа, но не всегда могут, да, вот там сколько таких случаев, что женщины там пропадали и неизвестно, где они находятся, короче. Так а что было о них шуметь? Они их не могут ни вывести, ничего не сделать, зато создается впечатление у тех же Ванюшек, что это какие-то там, да мы-то там, наши-то на тачке-то это верх цивилизации. А вот эти, которые, должны там, значит, даты там, все прочее, вот это прям какое-то средневековье какое-то, знаешь, что мы-то там типа на каком-то более высоком уровне развития. А это специально делается, потому что они это продают на Запад таким же безумным девицам, теткам этим всем ненормальным.
необразованным недоучкам вот этого, из пролетарского этого сословия, да, которые здесь полно-полно по Европе, которые вместо того, чтобы читать книжки, они там, ну, фильмы смотрят, знаешь, там всякие, типа Аватара там и так далее, ну и думают, что, эти там, наверное, как в Аватаре живут, короче, понимаешь, я тогда вообще офигел, короче. Ну, вот была просто такая история смешная, там была какая-то девка, ну, такая немножко распущенная, видно по ней, короче, в Бурятии. Там было 2 иностранки, и я был. И они такие между собой иностранки обсуждают. Ну, я такой немножко там решил консервативным быть, потому что я так почувствовал там некоторый интерес со стороны одной из этих женщин. Ну, не хотел, чтобы интерес продолжался, но я так немножко, что говорю, жениться надо, типа там, добрачный секс это плохо, там, ну, знаешь, вот такую вот эту вот пошел. Типа, значит, надо обязательно брак, там, дети, семья, традиции, там, так далее. Ну, чтобы это желание всякое отбить. Ну, и вот они сидят там, значит, и вот это... А это сопротивляется, самое главное. То есть у меня дискуссия это не с ними получилась, не с иностранками, а вот с этой девицей. И она вот и охота перед иностранцами быть такой, ну, современной, типа туда-сюда. Она там что-то какую-то чушь вообще городила абсолютно. Ну и вот, и потом эти сидят, значит, ой, вот она такая современная, а тут слова совсем образования нет. Ну что-то как-то училище художественное там, или еще что-то, короче. А я говорю, а ничего, что я там электронно-лучевыми технологиями занимаюсь вообще. И до этого занимался тонким органическим синтезом в одном из ведущих химических институтов Рашки. Я говорю, я-то что, не современный, что ли? Ну, то есть, да, вот логика усредненных вот таких... Да, вот видишь, то есть путается, что я не прогрессивный, ну тогда по объективным причинам. Но, так скажем, меня это вот так поразило, короче. То есть, и потом я понял, что действительно вот с бурятами, например, тем же генетикам очень тяжело работать. Это вот, ну, откровенно говоря, там не тельмены, не нивхи, там еще какие-то. Ну, то есть у нас и генетики есть, и физики, и ядерщики есть. И там люди в каких-то более таких мудреных сферах, так скажем, работающие, да. А вот с кем-то проще работать, и поэтому, ну, всегда у людишек есть вот эта проблема, что стереотипизация такая, да. Ну, то есть, зачем что-то думать, что там кто-то, у кого-то там что-то есть. А надо вот так усреднить немножко у себя где-то в мозгах, чтобы там какая-то информация отложилась, например, по Бурятии, да. Ну, что-то вот такое средненькое. И поэтому тот, кто интересуется, он, конечно, полезет в интернет, почитает там какие-то, может быть, библиотеки, источники покопается. Кто поумнее, там, кто ближе к научной среде, статейки какие-нибудь достанет, почитает, знаешь. Ну, то есть вот так проявляется. То есть, проявляет человек интерес или нет. Может, там пару слов выучить на бурятском языке, в этом что-то отношение. Поэтому, так, что-то мы немножко в сторону уклонились. Ну и вот, начал я с того, что, соответственно, вот почему эти либералы не создали к 22 году никакого фонда. Как ты думаешь? Денежки-то выделялись. Они существуют? Ну так они же там громогласно вот, все площадки захватили, на которых выступают деколонизаторы. И там смело утверждают, что это они первые заявили о независимости и суверенитете Бурятии и о желании бурятского народа жить в своем независимом суверенном, значит, государстве, а не халтарах. Просто дезорганизованность у них, потому что правозащитный фонд это даже, ну, так скажем, не очень лестно, может быть, для кого-то, но это ведь деньги. Ну, бабки, ну конечно, они, так. Получается, теряют деньги из-за того, что они не придумали какую-то там идею, не воплотили ее в жизнь. Не, ну смотри, первая моя претензия к тому, что они изначально были выпестованы. Вот, например, была такая сибирская творческая группа, короче. Вот это Карлица мерзкая, Квадратная морда, Морландиха, там второй эшелон был. Там еще парочка этих активистов второго эшелона, они там тоже где-то подсосаны. Они занимались тем, что искали фейковые, значит, предоставляли евреям, не еврейским, так скажем, ну ты знаешь, что там по законам Гиюра нужно, чтобы прабабка, бабка,
мамка была евреями. Ну, прям записано. В метриках в этих, во всяких там свидетельствах о рождении там, и так далее. Тогда гиюр можно совершить. Ну, как бы репатриация в Израиль, да? А тем, кто по папе, им сложно. Но вот в начале 2000-х годов вдруг европейские страны, вот эти всякие Испания, Португалия, Франция, они вдруг признали геноцид средневековых евреев. И у них были программы, которые позволяли, значит, сефардам вернуться. Но из истории... Олигарх даже российского района подавался. Да, да, то ли Абрамович, то ли еще кто-то. И самое смешное, что в сибирских внезапно архивах обнаружилось огромное количество евреев-сефардов. Хотя исторически Сибирь, ну, это была вотчина ашкеназов, которые попали через Польшу. И второе, это бухарские евреи. У бурят их называли буржахе. Буржахе. Значит, и вот эти, ну, как бы на торговых путях стояли, короче. То есть они там торговали, гоняли. Кяхта была центром, Кабанск, Иркутск, естественно, был центром еврейства в свое время. Но сефардов, чтобы найти, это я не знаю, что нужно было делать. Может быть, была какая-то мизерная миграция с Молдавии, с османских территорий, потому что большую часть евреев-сефардов испанских они вывезли турки, расселили на своей территории. И я не думаю, что евреи там за 400 лет накопления богатства из Турции хотели в какую-нибудь Россию поехать. Где-то там что-то деньги зарабатывать и так далее. И вот эти вот ребятки, они делали вот эти, значит, документики, вполне себе ашкеназам, значит, отправляли этих мальчиков и девочек, значит, в страны Западной Европы, так скажем, да, на легализацию. И неизвестно, а все ли были там, значит, просто желающими, так скажем, колбасниками поменять, значит, Сибирь, Дальний Восток на Ближний, так скажем, да. То есть непонятно, какие они услуги. А потом я вдруг замечаю, что вот одна из таких квадратномордая, так называемая, ну, мои зрители, они знают, о ком я говорю, она сидит в Мексике. А муж у нее, ну, еврейский. Прям такой коренной, натуральный. Что-то странное, я говорю, ну, то есть там, они же обычно такие мезальянсы не совершают, короче, там, особенно это. Если нет корней определенных, там, значит, где-то, видимо, там, какие-нибудь курымканские там или еще что-то там было. И я понял эту тему. Они не создавали правозащитный фонд, потому что любой Вася Муриханов мог бы в этот правозащитный фонд обратиться, сказать, подтвердите ко мне кейс. Там же американцы денежки платят. Ну, мне же такой дурачок вот писал, там, что он хочет в Европу попасть. Я говорю, напиши кейс. Ну, о себе говорю, напиши что-нибудь. Он ну, не пишет ничего. Я говорю, ты что, говорю, безграмотный, говорю, писать не умеешь, по клавиатуре не умеешь, печатать, говорю, есть голосовой набор, там, и так далее. Ну, бывает же, там, дислексия, там, еще что-то, ну, дурачок какой-нибудь. Говорю, попроси кого-нибудь, чтобы тебе кейс написали. И он меня мурыжил 2 или 3 недели, а потом я его просто на 3 буквы отправил. И я понимаю, как это тяжело, вот если таких 10, например. И они столько энергии и сил отнимают, вот эти дурачки, короче. И такие в первую очередь как раз и не стесняются обращаться на всякие там бесплатные телефонные линии, там на чат-боты и так далее. Там часто вот такие с шизофазией, там с психозом какие-нибудь людишки пишут. И очевидно же, что если бы вот такой фонд существовал, он бы занимался вот этой постоянной адвокацией. Они бы вынуждены были там писать неудобные для хороших русских факты. Потому что об этих фактах в первую очередь должны были писать вот эти фонды, которые концентрировались в Москве. Крупные правозащитные фонды. Вот, например, любой правозащитный фонд возьмите, ни одной оценки о том, что уничтожение там, бурятского языка там, и так далее, вот за все 20 лет, начиная, вот за все 25 лет, да, вот с 2000-го, как Путин к власти пришел, вы не найдете в отчетах. Любая национальная тематика, там, рост наркоторговли, особенно рост самоубийств среди представителей, значит, национальных меньшинств, среди бурят и так далее, вообще табуирован. Никто по этому поводу статистики не собирает. Я предлагал в свое время, значит, там,
с активистами, находясь в Бурятии, я говорю, вот этот вопрос очень важно обсуждать, короче. Мы должны создать организацию, которая бы спасала этих наших несчастных детей, которые, ну, лезут в эту петлю из-за того, что над ними там издеваются там, нацисты и все прочее. Ну, или просто от бедности, знаешь, бывает, что там, родители не могут позволить какие-нибудь новые кроссовки купить, ребенок идет, вешается, короче. Ну, так вот такая культура. И в этом отношении мы должны эту статистику, если ни один фонд этого не делал специально, потому что это плохие показатели на мировом уровне, понимаешь, что русские там не заботятся. И у них вот такая договоренность, понимаешь. Но почему в Мексике сидят? Потому что они говорят, а у нас есть там окошечко. Потому что вот это окошечко с USAID, да, вот который был, значит, не USAID, господи, с этим, с заявлением, которое через приложение писалось, да, это можно было бумажно подавать точно так же. Ты сидишь в Мексике, подаешь заявление, что в такой-то, там, через 3 недели я, например, буду подаваться на политическое убежище в таком-то пункте перехода, короче. Отправляешь им письмо там с кучей документов, они получают письмо, рассматривают и отправляют тебе на обратный адрес, типа, что да, мы готовы вас принять в такое-то время, приходите на пункт прохода, мы вас примем и рассмотрим ваш кейс, короче. Понимаешь? Это потом, ну, уже там, когда поток усилился, они там покупали эти машины, прорывались через границу. Ну, это вот так в 2022-2021 году все это делалось. А до этого можно было также легально бумажки подавать. Ну, естественно, это все как под уровнем там какой-то элитарности, там еще чего-то там. Я помню, одна какая-то дурочка там, это, как его, инфо-цыганша у нас там бурятская есть, она что-то тоже вдруг, ну, для упрочнения кейса что-то вылезла, я там тоже к ней в комментарии, я говорю, я как раз, что вы там меня послушались, а помните, что вы до этого говорили, что зачем вам Америка, вам Бурятия здесь хорошо и так далее, что это вы в Америку поперлись вдруг? Ну, понимаешь, ну и она как-то немножко испугалась, видимо, там, или заблокировала меня, ну, в общем, исчезла из информационного пространства. И я думаю, что вот эти вот так называемые либералы бурятские, они вот таким занимались. То есть они черную кассу-то делали. И им зачем делать официально какой-то фонд для того, чтобы легально заниматься на протяжении длительного времени, мутить этим хорошим русским, которым они обязаны, которых там вытянули, там какой-то, может быть, там контакты какие-то дали там, с американскими христианами какими-нибудь, там, еще с какими-нибудь организациями. Там, да? Ну, зачем им что-то это? Когда у них был свой темный частный бизнесок, когда они писали кейсы. Ну хорошо, а в чем принципиальное отличие какого-то правозащитного фонда и вот этого свободной Бурятии? Ну, они, правозащитный, понимаешь, он должен постоянно вести мониторинг, в первую очередь, проводить расследование определенное. То есть любой человек, который вот чувствует, что он, если он в юридическом или еще каком-то плане ущемлен, он может туда написать. И там на самом деле очень много работы. Вот такая, она, знаешь, такая, она вязкая такая. То есть это вот надо всяких... У нас мало политических заключенных, откровенно говоря, но любого там, например, пытки. Это тоже нарушение прав человека. Например, непропорционально большие сроки, например, когда представителям бурятам или других национальностей, например, дают из того всего. Вот Ванюше дали за то же самое преступление, там, скажем, 5 лет, а тебе по полной десятку, например. Да? То есть много каких вот нюансов эти правозащитные фонды. И потом у них набирается большое количество материала, это годовой отчет. Понимаешь, это систематическая работа, то есть это нужно работать. И, естественно, если они изначально, и это такая договоренность, видимо, была еще с 90-х годов, о том, что им дали понюхать вот эти денежки-то, там $500, может, они в месяц получали, там $300, знаешь, всякие вот эти вот активисты там всякие, которые, ну, там верещали, когда надо было, да. А миллионы и десятки тысяч долларов они проходили мимо, короче. Понимаешь? Ну, мимо проходили, просто это, они списывали на Бурятию, вот, видите, ну, там же есть там пара крикунов там и так далее. Это сейчас можно там, знаешь, и чем русская оппозиция, скорее всего, они отчетики в эти USAID просто через искусственный интеллект пропускают, там всякую билиберду пишут, короче, отправляют. Видимо, так было. А тогда-то надо было писать. И мало ли, что там эти напишут.
Понимаешь? И вот эта вот первая волна, ну, не нужно было допускать. А если бы с 90-х годов как раз у бурят все это существовало, вот это поколение, которое в 90-е годы, я говорю, все профукали, то тогда бы в 2022 году Путин бы не смог вот так массово этих бурят, простых этих несчастных, бросить на Украину, понимаешь? То есть это сколько бы жизней можно было спасти. Кто и вот из этих либералов тамошних признается в этом? Кто бегал там, значит, эти, как его, каблуки сбивал для того, чтобы деньги у американцев выбить, чтобы их спасать? Они спасли там каких-то своих, там, тех, кто сами спасались. И самое то, что смешное, выдали, что мы там такие огромные деньги затратили. Там что-то 60 тысяч долларов они потратили на якобы эвакуацию каких-то бурят. Я говорю, вы приведите этих бурят, которых вы эвакуировали, они все большей частью сами сбежали. И мне один жаловался, говорит, вот говорили же, помнишь, автобусы были бесплатные. Хрен они. Не было таких автобусов бесплатных. Мы за них еще доплачивали, платили, чтобы в Монголию выехать, когда мобилизация началась. Но на это дело, видишь, там пустили слух, что мы там заказали автобусы, там вывозили бесплатно, там и так далее. Непонятно кого, там, может быть, по каким-то спискам вывозили, каких-нибудь Навальнят там или еще что-нибудь. Ну, тех, кто уже готовился, так скажем, через Мексику стартануть, да? Кстати говоря, И двойную кассу могли запросто сделать. У меня родственник уехал в Монголию, он жил там несколько месяцев, как раз после этой мобилизации, и вернулся обратно в Улан-Удэ, и, в общем, мы продолжаем жить в Улан-Удэ, но на чемоданах, как бы, я готов. У него там хороший бизнес, он делает хорошие деньги. Ну, в том-то и дело, что я с одним бизнесменом тоже говорил на этот счет, и он мне говорит, так, слушай, говорит, кто налоги будет платить? Если меня сейчас возьмут, вот я плачу столько налогов. Ну, у него какие-то миллионы там. И я не понимаю, что если мы вот этого дернем, налоги перестанут поступать. А если мы дернем Васю Пупкина, который там просто с зарплаты какие-то налоги платит, ничем, ну, сильно экономика не повредится. И в этом отношении, конечно, коммерсы практически не страдают. Ну, честно говоря, Вася Пупкин и сам не прочь бы пойти, потому что... Ну это да, никто не отрицает этого. У него никакой цели в жизни нет и перспективы нет. Ему уже 45-50, он дальше, там, я не знаю, своего села нигде не был и не будет никогда. У него нет там ни машины, ни квартиры, ничего. Дом там от прабабки остался. И ну, хоть помру, так детям квартиру. Ну и по этому поводу сейчас, кстати, какие-то исследования были, что у Путина так называемая некрополитика. Это вот, знаешь, культ этих мертвых предков, там, все прочее. И периодически вот в истории, там, вот у римлян было, там, значит, у всех вот этих народов, которые постоянно вечно воевали, у которых там быстро поколения сменялись, у греков, у них был такой культ, знаешь, вот этих у викингов, там, да, что в Вальгалу попадет и так далее. Сейчас Путин то же самое, прям так, новый такой эталонный, что выплаты эти, вдовы, забота о вдовах, забота о детях, там, 5-10, короче. Путин делает с конкретной целью себя ставить на троне навечно. Все это Не только себя, а всю свою кодлу, понимаешь, потому что сейчас вот уничтожается реально та прослойка, та масса, значит, людей, которая, в принципе, могла бы быть использована в такой в национальной революции, например, в освобождении Бурятии от гнета, например. Ну вот ты же, наверное, слышал про то, что это не только касается Бурятии, на самом деле, а вообще вот это, вот, так сказать, пролетариата, так скажем, да, в всероссийском масштабе. О том, что они уже рассуждают на радио, на телепередачах. Это вот сейчас, если закончится так называемое СВО, и придут вот эти все ребята, они привыкли получать бабки, привыкли к разбою, привыкли к безнаказанности. А что же будет дальше тогда? А ты знаешь, что было после Второй мировой войны, когда закончилась в 1945 году, когда эти все вернулись? Примерно, да. И вот они уже сейчас прямым текстом говорят на центральных эфирах, что а давайте-ка мы их вот из плена не будем забирать, давайте-ка вот кто там уже есть, пусть они там остаются, вот они будут удобрять поля Украины, и в принципе все выигрыши от этого. Тут они нам не нужны,
а там они свое дело сделают и спасибо за это. То есть это не стесняясь, они уже говорят. Ну, поэтому у римлян была же такая фигня о том, что почему забирали на 25 лет на службу. А потом это перекочевало в рекрутские армии. Имперские. Уже рекрутские армии нового времени тоже на 25 лет рекрутов забирали именно по этой причине. Оградить и создать вот этот как будто бы профессиональный класс, а с другой стороны оградить местное население от вот всяких революционных вещей. Потому что во Франции тоже, например, Великая Французская революция, она же как произошла во многом? Что те, которые французы воевали в США, напитались от американцев этих революционных идей о свободе, равенстве, братстве. Понял? Вернулись на побывку к себе туда, в села, и начали местное население обучать, что а вот в Америке без царя живут. И люди сами договорились и хорошо живут. Ну и представляешь, тогда американцы хорошо жили. В 17-18 веке. А это, кстати, был одна из причин разборов Речи Посполитой Польской, так называемых разделов Польши, потому что Екатерина II обвиняла Польшу в том, что Польша растлевает крестьян имперских, русских крестьян, потому что в Польше близко не было такого вот уровня, да, закрепощения крестьян по сравнению с тем, что в России здесь жили очень свободно. И но там крестьяне бежали сюда, да, и впитывали эти идеи. И, кстати, там же еще была такая ерунда о том, что в Польше после потопа население снизилось. И население чуть ли не трехкратно снизилось. И Польша, по-моему, испытывала демографический кризис и впитывала в себя вот этих беглых крестьян очень охотно. И немцев, и австрияков, и всех прочих, и они сюда валили, ну, прям целыми огромными партиями. И в результате того, что здесь низкое население было, здесь, я так понимаю, была более высокая оплата труда. То есть цена, и вот, в принципе, сам вот этот, ну, так скажем, начал зарождаться такой, ну, что называется, польский класс буржуа, что называется, да? Который, ну, в других тоже нарос за счет того, что там просто демографическая ситуация лучше была. А здесь он начал зарождаться именно из-за того, что его труд ценился. Потому что земли-то полно было, это же огромная территория была. Там, это, Речь Посполитая, это в 3 раза больше, чем сейчас мы имеем в Польше. Ладно, но тут скоро у нас время заканчивается уже. Дальше быстро. 6-го была инаугурация, ты следил за ней, президент Польши? Честно говоря, нет, так. На слуху, но он не смотрел, не присутствовал. Я листал ТикТок, короче, смотрю какой-то митинг, что-то там. Что за митинг, короче? И вдруг осенило, может, это инаугурация президента, потому что он уже выбрали его, а когда инаугурация, я толком знать не знал, залез. И оказалось, да, действительно, 6-го была инаугурация, сейчас новый президент Карл Навроцкий. Там, конечно, высокий, кстати, да, там левачу оно там что-то прям кипяточком писает, значит, на этого Навроцкого, что-то там раздражается по этому поводу. Но, с другой стороны, это же такая конституция. И они все постсовковские конституции, они все одинаковые. Там все, везде закреплено народовластие, везде там, значит, отсутствует вот так называемая представительная демократия, как в Соединенных Штатах Америки. И мы знаем, чем вот такой тип конституции он оборачивается. Вражки посмотрите. Вроде бы и народовластие, и народ правит, короче. И вот эти все там, начиная от Путина, заканчивая всеми более мелкими там они все должны служить народу, а по факту народ никакого влияния не имеет. Абсолютно. Ни на бунт, это нигде не зафиксировано в этих конституциях. Ни на съем вот этих правителей принудительно и так далее. А вот поэтому в Бурятии будет нормальная представительская конституция. Закрепим там это просто право на бунт и право на оружие. Так, а напоследок, ну что бы ты хотел пожелать вот Вите? Витя, продумывай свои действия лучше, чтобы ты плохо не готовился. Я считаю, что это недоработка ФСБ, вот этого фонда свободной Бурятии, понял?
То есть они набрали вот этих людей, подставили. Это они точно так же действуют, как вот эти, знаешь, навальнятов и БКшники с этими, с донатами, да. То есть их объявили экстремистской организацией, там, вражки. И они вместо того, чтобы прекратить сбор финансовых средств вражки, понимаешь, полностью прекратить. Ну, там это легко же сделать. Ты имеешь в виду про вот эти массовые посадки тех, кто донатил? Да, причем там же как это как-то вскрылось, что утечка-то была с самого ФБК, это кто-то вот там внутри какая-то крыса сидела. И вот они сливали, и они сейчас пытаются это все завуалировать, короче, но какая-то крыса именно из ФБК сливала, судя по всему. Там, конечно, не приводят, что там ФСБшники что-то взломали, там Телеграм взломали, еще там что-то они видят, там, 5-10. Но я более чем уверен, что это слив был изнутри ФБК. Сделали они его намеренно для того, чтобы там начали сажать вот этих простых там всяких врачей там и так далее. То есть это такой, ну, подгон как бы своим этим коллегам из ФСБ, да, для того, чтобы, ну, в своих политических интересах вроде. Понимаешь, кто скажет, что это ФБК слил, это все происки там не любителей ФБК, не любителей Лешки Навального, значит, не бутербродыша там и всех прочих, короче. А я думаю, они делают это чисто с политической точки зрения, специально слив проводят, значит, чтобы брали вот этих дурачков-бакланов, ну, таких наивных людей, знаешь, как им еще и всаживают довольно приличные сроки, а не то, что вот этим агентам, ну, русского мира, так скажем, БНД и той же Балтатарову, например. Одному дали 6 лет, другой дали 7 лет. В общем, вообще за ничего фактически. И я думаю, что, к сожалению, Виктора, если ты вот доверился этим людям с ФСБ, ну, ты понимаешь, что это полностью ответственность на тебе. Если тебя депортируют, конечно, будет очень печально. Готовься там рассказывать, что тебя женщины эти коварные принуждали, значит, к даче вот таких показаний. Ну, то есть все отрицай, вруби полное отрицалово. Не я, хата не моя, подроблено, все сделано искусственно, искусственный интеллект, голос наложили там и так далее. Ну, то есть в случае депортации. Но я надеюсь, все-таки тебя там какие-нибудь более-менее нормальные юристы отобьют, или ты где-нибудь там спрячешься от этих каких вот миграционщиков. Но если тебя арестовали и уже депортировали, потому что они могут так сделать, они могут быстро, экстренно депортировать, короче. Понял? А объявить уже, когда уже там кто-нибудь сунется его там искать и так далее, а все, уже он улетел где-нибудь там, в Каире там или еще где-то, короче, понимаешь? Поэтому ситуация такая, это, конечно, печально, но это вот недоработки из 90-х еще годов, когда буряты должны были внутри своего сообщества все-таки организоваться и сказать, что нам нужна наша собственная правозащита. Мы должны здесь в Бурятии защищать именно через правозащитные фонды, через специальные организации нашу культуру и так далее. Но их, видишь, хитро свели в ВАРК, Всебурятская ассоциация развития культуры. Мол, типа культурой занимаетесь, пишите там танцы. А поскольку как-то это еще с советских времен считалось, что ну, культура, искусство, там это отдельные люди должны заниматься, была такая мощная, крикливая, значит, каста там этих певцов, значит, краснобаев различных. И партии не создали, и правозащиту не создали, а теперь, снявши голову, по волосам плачет. Потому что я говорю, вот это недоработки. И когда фонд, который получал от американцев приличные банки, ну вот так бабки, вот так лажает, короче, не имеет никакой связи там с Хельсинским фондом, с этими, не имеют там, значит, с другими организациями, с белорусами не сотрудничают, что ли. Ну, то есть... А ты думаешь, это бардак или это целенаправленное действие? Не, ну ты понимаешь, если это было всего лишь связано с тем, что они не предоставили какие-то бумажки о волонтерстве этого персонажа, короче, или знаешь, так ну типа вот, на тебе бумажку, такой бумажки хватит. Понимаешь? Ну я тебе такую бумажку могу дать, а суд скажет, ну извините, мы такие бумажки не принимаем, короче. Это все фикция.
Каждый дурак может это сделать. Понимаешь? Ну, это бардак называется. Но я говорю, что человек доверился им, короче, может быть, даже и донаты им кидал ежемесячно. Понимаешь? Но поскольку ему не проговорили, что этого мало, того, что ты там пару видео записал и где-то 3 комментария оставил в социальной сети ВКонтакте, например. Этого, говорю, мало. Ну, то есть нам нужно было, он же в 22 году с семьей приехал туда, в конце концов. А его стопанули и так далее, ну, потому что он где-то, он же не говорит, где он служил. Ну, может, он в войсках ФСБ служил. Или ГРУ, может быть, служит в войсках, понимаешь? А там сколько просочилось, и почему вот сейчас вот на детеншн после 23-го года стали всех россиян сажать. А знаешь почему? Да потому что туда просочились убийцы из ЧВК «Вагнер». Там же полгода и все, и они деньги получили, кто поумнее, он сразу стартанул через Мексику в США. Там их знаешь сколько прошло? И они даже не скрываются. Ну, говорят, это с ЧВК «Вагнер», я убийца, там, был судим там за насильственное преступление, там 20 лет дали, короче. А теперь в США хочу, снова жизнь начать. Я слышал что-то про Норвегию или про Швецию. Ну, то, да, там один какой-то вот один из командиров там туда прорвался, короче, что-то там. Одного вроде посадили. Ну, там, в общем, непонятная какая-то ситуация, что за персонажи там и так далее. Но он, видишь, ну, люди сами ушли. Сами ушли, то есть там границу сами переходили там и так далее. То есть у них даже проездных документов никаких не было. Кстати, Украина подавала запрос на экстрадицию, но их Нет, там один персонаж был из ДШРГ, Русич, короче, поехал в Финляндию, там, видимо, отдохнуть или еще что-то. Ну, он опасался, якобы опасался, что его свои же убьют, потому что он там что-то знает, там, 5-10. Ну, такой откровенно наглый авантюрист, преступник, короче. А тот другой, он действительно, видимо, там скрысил бабки какие-то общие, короче. Ну, и там какими-то лесами пробрался через границу Норвегии и, значит, там был уже, подался уже где-то в полицейском участке на территории Норвегии. То есть не каждый такой путь пройдет на самом деле. Я думаю, этот путь для каждого из них был довольно дорогой. Поэтому тут вот такая ситуация, конечно, вот она печальная. И видишь, тут еще такая ситуация, что они говорят, вот может ему угрожать какой-нибудь, заметь, этот ФСБ, срок там за антивоенную позицию, там что-то в этом роде. А было уже решение американского суда по поводу того, что там какой-то, ну, более крупный активист, его депортировали, но они сказали, ну, вы знаете, а вот какие-то там, значит, типа Сибирь без пыток или еще какая-то такая прокладочная организация, да, которую там Путин создал параллельно. То есть вот были организации, которые созданы, ну, исторически там диссидентами, короче, которые там еще советской властью сопротивлялись, там 5-10. Конечно, там верхушка она была такая подгребленная, перехваченная, короче. А отдельно потом еще Путин начал с 2000-х годов создавать свои такие, знаешь, народные, типа. Мол, вроде эти-то не занимаются, там, ну, то есть они типа определяют, вот ты политический, но если не совершал никаких уголовных преступлений, например, еще каких-то преступлений. А если ты, извини меня, защищался просто, тебя там, ну, убить хотели, короче. Защищался, но пришлось тебе защищаться. Они, не, ну ты не политический, вот надо было лечь тебе, там, как толстовцу помереть, короче. Или быть избитым, типа. До крови или там до потери сознания, чтобы в овощи превратился. И тут вот вопрос такой двоякий, да, то есть вот, ну, как подходы. Ну, и они боятся, что вот под политический может любой там зэк, уголовник, урка попасть там и так далее. Понимаешь? Ну, такие вот организации, ну, такие они такие. Мы только там политические вот такие, например. Террористов они не признают, например, вот эту Дарью, которая этого взорвала, как пропагандиста татарского. Говорит, нет, ее использовали, нам ее жалко, но она не политическая. Я говорю, как не политическая? Она акт политический совершила. В духе русских народовольцев.
И поэтому Путин создал вот эти всякие, которые чисто по зэкам работали, там всяких вот этих, которых на бутылке там по беспределу сажали, там все прочее. И они подают, что да, вот с такого-то года, благодаря нашей работе, там на денежки ООН, мы там доказали, что количество, значит, таких эксцессов снизилось, это, мол, эксцессы не ну, не всей системы, да, системные эксцессы. А это вот, мол, Вася Пупкин, такой он там извращенец какой-то, с какими-то наклонностями, был судим потом за пытки. Ну, парочку таких дураков, особо рьяных, ретивых, там всяких усиновцев, ментов и так далее, там посадили, например, да, на зону. И они вот так отчитываются в эти, как его, всякие ООН там и так далее. Это вся информация, естественно, там рассылается там во всякие там сборники там и так далее. Эти же юристы тоже там читают всякую литературу. И вот там статья какая-нибудь огромная о снижении, значит, пыток в Российской Федерации, например. Ну и американскому судью такая вот эта статейка там таргетированно выходит. И он берет и при вынесении приговора говорит, ну вот же видишь, сократилось количество, там, на бутылку тебя не посадят, ты ж политический. Типа. Видишь, это в основном там пишут, что касается урок, там, злостных нарушителей режима, каких-нибудь насильников, там, педофилов, еще каких-нибудь там персонажей. Каких. Ты же не такой. Ну вот будешь сидеть там, ну не посадят тебя, ну и такого депортировал. Того сразу вжик. Ну, то есть вот это вот уже недоработка вот этих всяких правозащитных фондов, короче. А американцы, они вправе себя защищать. Извините, если публика, которая заезжает и просит политическое убежище, это вот недавние преступники, которые еще украинских гражданских там убивали, насиловали и так далее, конечно, они должны от таких избавляться, позволить. Мне все-таки кажется, что это не недоработка, а некоторые целенаправленное действие все-таки. То есть мы создаем некоторую отчетность, то есть видимость работы. Мы в основном создаем видимость работы, получаем какие-то деньги за это, а какова реальность нас не очень интересует. А реальность получается, что эти отчеты, они боком потом выходят каким-то людям. В конечном итоге на это и расчет вот этой гибридной войны, понимаешь? И для чего я говорю, что вот есть такая же поговорка, дурацкая, я ее вообще не любил. И думаю, кто такой мог придумать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот, надо же людям помогать там и так далее. А потом, когда начал смотреть статистику, и мне мой знакомый рассказал, что как его знакомый, спасая какого-то алкоголика, который тонул, вместе с ним утонул, то потому что схватил его и утонули вместе. И я тогда начал читать вот эту всю ерунду, как, оказывается, нужно правильно спасать, что он должен быть вообще утопленный, чуть ли там не шевелиться, уже тогда его можно тащить. А так он тебя обязательно с собой тащит. И потом понимаю, что люди неподготовленные, которые себя не готовили к каким-то таким вариантам, вот как вот этот Вася, например, не Вася, Витя, да, что вот он думал, а выехал не в 18-м году, а только в 22-м, когда уже война вовсю шла. Понимаешь? И, ну, по-дурацки, откровенно говоря, выехал, судя по всему, да. Ну, конечно, бросился там, я понимаю, там, если семья, дети, там, и так далее. Там нужно защищать, там, через себя переступил, может быть, начал там. Ну, так, нехотя волонтерить, короче, но вести социальные сети это 100%. То есть вот вы слушайте, вы когда не ведете социальные сети, что вы думаете, американцы там глупцы какие-то, что ли? Они откроют социальные сети на русском языке, посмотрят и переведут все. Тогда давай вот так сделаем. Возьмем вот этого Витю в качестве плохого примера, как делать не надо. А ты скажи, как делать надо. Учимся, так сказать, на чужих ошибках. Думать самому в первую очередь. То есть ваш кейс это чисто ваша ответственность. И если вы не будете шевелиться, и я тоже вот сейчас консультирую нескольких человек, не стоит пренебрегать, я вот критикую этих русских правозащитников. Но есть несколько организаций, которые свою работу выполняют. Какой бы ты отвратительный ни был персонаж, они все равно с тобой сконтактируются. Но ты должен на них выйти, написать полностью кейс как есть. То есть ты должен быть адекватным. Не так, как
написать: ой, я такой, ничего не знаю, напишите мне кейс, я там, антивоенная позиция у меня там и так далее. То есть вы должны подготовить все это, всю документацию скрупулезно, сидеть, писать там и так далее, всю вашу биографию, вот без этих. Служил там в ментовке, пытал людей. В таком 22 году исправился. Не зашло озарение там или еще что-то. То есть надо всю правду писать. Все, что у вас было. Где служили там это. Потому что, ну я знаю, бурят они все там думают, что авось пройдет, пролетит там и так далее. А так не проходит. Все как есть, разоблачаетесь абсолютно полностью. Пишите в эти организации. Это организация Мемориал, это Хельсинский фонд. Две организации, вам нужно заручиться обязательно письмами от этих двух организаций. Рекомендательными письмами. Где они четко напишут, что вам может угрожать. Следом социальная активность в социальных сетях. Если вы ходите на митинги, выступаете где-то, обязательно свои собственные социальные сети. Потому что, ну, вы дали интервью какой-нибудь, вот, ФСБ, например, да? Фонд Свободной Бурятии. А они возьмут со своего сайта, удалят тебя. Ну, там не задонатил им, там, или еще что-нибудь в этом роде, короче. Ну, ненадежный им там показался. Этого недостаточно, вы поймите. Вы не слушайте, что они там вам говорят. У них опыта ноль. Видите, как один человек залетел. Если они его сейчас не отобьют, это будет полностью показатель того, что все, кто там на сайте у них есть, они все потенциально на вылет из Соединенных Штатов Америки. И не нужно считать, что американцы дураки, глупцы. Переведут на русский язык через помощь Google Translate, прогуглит, сам судья прогуглит. Помощники, которые готовят. Выбирайте не республиканские штаты, еще раз говорю. Там другая система. Те, кто в детеншене сидит, обязательно трубите по всем своим родственникам, чтобы там письма всякие готовили, писали там и так далее. Вашу поддержку. И, безусловно, нужно выходить на контакт на местных правозащитников, которые непосредственно в Соединенных Штатах действуют. Работают с мигрантами, помогают, например, мексиканцам, помогают представителям других этнических групп. В первую очередь на них, у которых большой промежуток работы. В-третьих, нужно быть активными, создавать комьюнити местное. Вот есть город, например, вот Сиэтл. Всех бурят начать собирать. Регулярно выходить на митинги раз в неделю. Вступайте в нашу партию, если вам организации не хватает, мы вас будем организовывать. Ссылка под этим эфиром будет, вступайте в нашу партию. Будем вас координировать, собирать литературу, значит, все необходимые, значит, элементы распечатываете, конкретно пикет, столько минут, учим, будем даже учить, как выйти там под консульство русское, под посольство, в каких точках митинговать там и так далее, за что говорить. Обязательно создавать, вот, развивать свои собственные телекоммуникационные сети, направленные в том числе на внутрь. Регулярное обращение к этим, к своим родственникам, землякам там, и так далее. Все это полезно. То есть так показать, что вы действительно хотите в Соединенных Штатах оставаться. Так сделать, чтобы американский судья понял, что если ты сейчас туда поедешь, тебе голову отпилят. А вот смотри, если, например, люди какие-то боятся это делать, то есть они приехали в США, надеются там остаться, но вот они боятся проявить активность, потому что думают, ну сейчас мы что-нибудь Потому что они буряты. Нас выкинут. Да нет, не только буряты. А потом мы попадем обратно в Россию, и вот тут-то нас за это и посадят на выборы. Есть ли вообще смысл? А тогда зачем вы уезжали, вопрос? И подавались на политическое убежище. Надеялись, что проскочим. Ну, проскочим. Ничего делать не будем, это Ну, как-то само пройдет. тогда надо сразу признаваться, что вы колбасник, и искать себе жену. Легализоваться в США по другой теме. Ну, то есть, ты думаешь, что вот проскочить-то мало, да, вероятность?
Ну, дураков нету, понимаешь, потому что сейчас мигрировало огромное количество. И вот почему бурятский фонд, уже существовавший, бы мог помочь. Просто кто-то, юрист, мерзкая карлица, например, вот с такой папкой документов с 96-го года, например, да, с отчетами, в этот суд или через адвоката этого бесплатного и так далее, просто присылает отчет, заверенный где-нибудь в ООН, там каких-нибудь, поданный в какие-нибудь международные организации, да, как пособие такое для судей по поводу того, что вот на самом деле о политической ситуации, о том, что в каком Буряты состоянии опрессии находится колониальном, там, и так далее, что ничего у нас нету, свобода мысли даже подавлена, короче. И то, что вот этот бурят проклюнулся, проснулся, так скажем, да, от этого морока, он действительно уже сам по себе опасность режима. И, конечно, судья, имея документальное, так скажем, определенное подтверждение, накопленные за годы, он бы мог выносить другие решения. По бурятам, я не говорю по всем вонюшам там и так далее. Чисто конкретно по бурятам. И вот это упущение, которое они не хотят признавать просто абсолютно. То есть они ходят там что-то где-то на каких-то форумах, там выступают с одними и теми же речами и так далее. Это Гармажапова себе там позволяет меня там в суе упоминать на всяких этих, среди всяких этих хороших русских и хороших еврейских. Ну и что толку-то? А что ты сделал? За них всю работу выполнили там журналисты из Нью-Йоркера, там сейчас из других этих крупных организаций, понимаешь? Они там как будто бы какое-то расследование провели, ну больше шума. Ну опять же, это же вопрос целеполагания. Чего хочет добиться та или иная структура. Если кто-то просто хочет какие-то грантики и чтобы ее имя там где-то внизу под статьей было, ну, вот этого достаточно. А если кто-то хочет... Ну, зачем тогда обманывать людей? Ну, надо так сказать, ребята, мы вам ничего не гарантируем, вы с нами никак не ассоциированы. А тогда, понимаешь, у тебя... Не надо тогда было этого Витю включать в волонтера, если вы его не можете отбить. Нахрен это тогда? Ну что, попользовали его в ЖЭК и выкинули потом, да? Да, почему нет? Ну, я не знаю, ну, это, видимо, действительно, это, ну, это для меня что-то за гранью. Ну, я не знаю просто ситуации конкретно, что ответить сейчас или не ответить, или, может быть, они какую-то работу проводят, может быть, будет какое-то письмо защиты или фонд. А я боюсь, что его уже депортнули. Посадили в самолет, и он где-то там, уже где-то над Рашкой, короче. Но не вздумайте вздергиваться. Не надо лезть. А то некоторые, у нас же один был такой дурачок. Еще в период Трампа, по-моему, первого президентства. Тоже вот этот как раз граница открывалась. И он имя поменял на какое-то бурятское. И меня это так удивило, я даже связался с его женщиной, от которой у него ребенок был. И она говорит, вот на нее вышли, значит, американские адвокаты от Демпартии, короче, и они собирались какой-то иск подавать от ее имени. Я говорю, конечно, вам нужно в Америку попасть. Они могут вам сделать грин-карт. Он, говорю, просто так, что ли, своей жизнью пожертвовал, чтобы это. Ну и в конце она испугалась, естественно. Меня там где-то заблокировала и так далее. Не знаю, может быть, сейчас ей удалось куда-то попасть. Но не от ее имени именно, а от там от ее сестры должны были подавать, от его матери, короче, ну, в общем. А эти там интервью дали, бля, информполис, эти родители. Ну, он типа с 18 лет с нами не жил, был странный, там, это, ну, как родители такое могут дать, короче, понимаешь? Ну, вот это вот, я не знаю, ну, что это, ну, вот я их называю буритошками таких, да? Ну, как от сына вот так можно в СМИ, так сказать? Ну, мы там с ним не общались, он там что-то сам выдумал, там где-то повесился, что-то там. Это же вообще-то, это для меня, для бурята такой шок был. Я говорю, мамуша, он не бурят вообще был, короче. И поэтому, может, и не доказал. Ну, там было, может быть, какой-нибудь шизофазия, там, или еще что-то в этом роде. Понимаешь? Ну, было, может быть, какое-то отклонение. Но если бы тогда
это все пошло и в суды бы там и так далее, то сколько бы сейчас было меньше проблем у многих бурят, например. Знали бы этот случай, это был бы там крупный кейс, скорее всего, выигранный в американских судах, потому что как раз тогда приходил Байден, байденовская администрация. Они бы довели его до логичного заключения. А так они не могут. От чего имени выступать? От имени трупа? Только от имени родственников. А родственники сдрейфили. Вот эти родители этого несчастного. Напишите в комментариях, как его звали. Понимаешь, ну вот, и ты приходишь к мысли, что действительно вот не сформирована национальная идея никакая у бурят, вот какого-то, не то чтобы единства, а такого, ну знаешь, базиса, базового, вот, как у любого поляка. Что с Праги, что с Макота, что с других районов, да? У них есть определенный неснижаемый базис определенный, что они поляки, они знают, там, как свои права отстаивать могут, там всяких полицейских закусать там и все прочее. Что и гопник, что и какой-нибудь интеллигентишка. А у бурят нету этого. Почему? Потому что на национальной идее никто не работает. И вот в этом вся проблема основная. И не дают диаспоре организоваться, вот всякие там либералы, вот, ну знаешь, вот это вот все. Вот это вот популистская вот эта всякая риторика, там упрощение, вот эти упрощаторы, вот эти менты, вот это безобразный, который все там упрощает, примитивным все делает и так далее. Вроде бы логично кажется, но это же алкогольный просто психоз. Вы просто не понимаете, если взять психиатра или психотерапевта, он четко вам скажет, что это психоз. Который намеренно меня популяризирует, вкидывая деньги в раскрутку канала, естественно. Так, что еще мы там должны были обсудить? Ну, что ты, в общем, считаешь? Делать нам здесь фонд в Польше? Будем бурят защищать? Фонд делать нужно, но как? И кто готов посодействовать? Короче, кидайте бабки. Чем больше, тем лучше. PayPal указан, счет тоже указан, IBAN, так называемый. Любая сумма приветствуется. Естественно, платежи с Рашки не принимаем. Принимаем только от тех, кто находится за рубежом безопасности. Сразу предупреждаю. Если вы перевели с Рашки и вас гопнули, препрашам, не моя ответственность. Я вам говорю, не с Рашки никаких переводов я не собираю. Так, ладно, дорогие друзья, наверное, уже мы перебрали лимит, потому что обычно час разговариваю, а сейчас уже 1,5 часа. Так что, ну, вопрос такой достаточно серьезный, так скажем. Поэтому обязательно заботьтесь о своем кейсе самостоятельно. То, что вы там 2-3 ролика дали вот этому безумному ФСБ, вами воспользовались как одноразовым средством, значит, а потом вот так просто выбрасывают, это для меня, конечно, дикость и шок. Конечно, можно обвинять этих трампистских судей, там, что Трамп пришел и так далее, но тут явная, я считаю, недоработка вот этих бездельников, значит, которые, ну, так скажем, откровенно говоря, вас просто пробросили, использовали в ваших своих узко, значит, прорусских, прохороших русских целях, создали как будто бы массу там. Причем, ну как, ну что такое волонтер? Ну это смех. Да, волонтер фонда там и так далее. Можно было и копеечку вам платить с тех барышей. Я все жду отчет за этот год и за предыдущий год. Сколько они там с USAID успели, короче, отмыть. И, в принципе, могли бы нормального юриста американского нанять, который бы сильно-сильно упростил всем вашим волонтерам, значит, вот эти вот суды. Но всем, кто в такой же ситуации и посмотрит это видео, я советую самим в первую очередь бороться. И есть сейчас прекрасная возможность. Различные искусственные интеллекты, есть даже платные искусственные интеллекты, которые конкретно заточены на решение юридических задач. Мне такие вылезали в поиске. Так что не скупитесь сидеть в Рашке. Сейчас по многим статьям там могут и 10, и 15, а могут и 22 года дать. Если вы особенно будете там, значит, сопротивляться, ничего не подписывать.
А я надеюсь, что вы все такие, пойдете в жесткое отрицалово, как Надежда Низовкина, сядете там на 30-40 лет. Я поэтому просто надеюсь, что вы все такие в Соединенных Штатах, короче, не колбасники, не пьяные менты там с шизофазией. Поэтому боритесь и поборете. И вступайте в нашу партию. Вам достаточно подписаться под 3 лозунгами. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Вступайте в партию, платите организационные взносы. И сим мы победим. Всем пока и до новых встреч.